Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассалату вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин. Набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ванфа'на бима алламтана ва зидна ильма. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня я вам хотел бы прочитать хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который вы наверняка много раз слышали, но тем не менее он не перестает быть актуальным для всей нашей жизни. Сообщается со слов Абу Мухаммада Хасана ибн Али, да будет доволен Аллах ими обеими, что он сказал: «Я запомнил слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он сказал: «Да' ма ярибука иля ма ла ярибук, фа инна сидка тума'нина, валь казбу риба». Оставь то, что у тебя вызывает сомнений, в пользу того, или же обернись к тому, что у тебя не вызывает сомнений. И поистине правдивость – это спокойствие, а ложь – это сомнение. Ложь – это сомнение. И в первую очередь хотелось бы сказать про этого удивительного сподвижника. Это внук пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И как мы знаем, Али ибн Абу Талиб был женат на дочери посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Фатиме. И у них было много детей, но из них вот двое, Хасан и Хусейн, они очень часто фигурируют в хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И во многих хадисах сообщается, что посланник Аллаха, когда стоял на минбаре, иной раз он не смог удержаться, устоять и даже прерывал хутбу джумга, да, когда они проходили мимо, эти маленькие мальчики, да, поднимал их на руки, да, и говорил: поистине ваши дети, это поистине являются смутой этого мира. То есть это именно те наши близкие, наши родственники, наши родные души, да, которые даже иной раз, они что делают? Они могут сделать так, что мы позабудем о том, что мы должны делать. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, их очень любил. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нам показывал примеры, как нам нужно взаимодействовать с новорожденными, с маленькими детьми, как их воспитывать, да? И вот эти вот хадисы про акиху там и так далее, это как раз таки хадисы, где сообщается, как поступал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда у него родились внуки, сыновья и так далее. И поэтому, уважаемые братья, этот сподвижник, на самом деле Хасан, да, он родился в 3-м году по хиджре. И если вы читали сиру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то мы знаем то, что он умер в 10-м году. Да? И получается, когда умер посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сколько было Хасану? Всего лишь 7 лет. И вы представьте, этот маленький мальчик 7-летний, он говорит: я запомнил от посланника Аллаха, и передает нам хадис, который, по сути, да, по своей мудрости, он, как сказать, подходит ко всем, и к маленьким, и ко взрослым, и так далее. И то, что вот этот вот маленький мальчик в то время запомнил такие важные слова, это на самом деле очень удивительно. И про Хасана посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, то, что этот мой сын, он говорил про своего внука, да, этот мой сын, он говорит, является господином. Он является достойным человеком, достойным похвалы. Почему? Именно через него Аллах примирит две большие враждующие группы мусульман. И если вы читали, что происходило после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, жизнеописание праведных халифов, да, и альхамдулилля, и на русском языке на сегодняшний день о них очень много информации, там вы можете увидеть, да, то, что когда уже не стало Али, да, и большая группа во главе Муавия ибн Абу Суфьяном, то есть образовалось такое противостояние, да, и большая часть мусульман, которые были в Шаме, да, под предводительством Муавия, и группа мусульман, которые были в Неджде, в Хиджазе и так далее, да. И что сделал, как поступил Хасан? По сути, он должен был быть халифом после смерти своего отца, так как являлся самым достойным человеком среди присутствующих людей. А некоторые сподвижники, которые были более знающими и более достойными, они отказались от правления. Что он сделал? Он, чтобы примирить эти две группы, чтобы установить
любовь и согласие, мир, он что сделал? Он отказался от власти. Он отказался от власти в пользу Муавии и присягнул ему перед всеми. И таким образом, то есть нарастал такой большой конфликт, и альхамдулилля, этот конфликт был нивелирован, его не стало, и поэтому, по сути, да, кто-то мог бы там, как сказать, потакая своим страстям, потакая своим каким-то желаниям, потому что жажда власти — это на самом деле очень большое обольщение, да, он все это отбросил, да, и поступил так, как это было бы выгодно для всех мусульман. И альхамдулилля, и в хадисах даже упоминается то, что Хасан, он будет господином молодых людей в раю. Сайиду шабаб фил джанна, да, господином молодых людей, всей молодежи. И о нем сообщается то, что он умер в 50-м году по хиджре, и его отравили. Но по поводу его отравления, кто это сделал, как это сделал и зачем это сделал, да, очень много различных версий. И, как сообщается, и он знал, кто его отравил, но он сам об этом не хотел говорить и ничего не сказал, и так и умер. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля будет доволен им и его отцом. И смотрите, этот хадис: оставь то, что у тебя вызывает сомнений, в пользу того, что у тебя не вызывает сомнений. Это на самом деле является очень важным правилом нашей жизни. Важным правилом, то, что мусульманин, верующий, должен отдаляться, остерегаться от того, что может привнести ему в его веру сомнения. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит про Коран, про книгу, да? Алиф лам мим, сура Бакара, начало. Заликаль китабу, ла райба фихи, худан лиль муттакин. Аллах говорит: Алиф лам мим — это книга, то есть книга Коран, которая перед нами, ла райба фихи, в ней нет никаких сомнений. Худан лиль муттакин, то есть является верным жизненным руководством для богобоязненных. И вот этот аят, он указывает нам четкое правило и гласит, что даже ты, читая Коран, если вдруг что-то у тебя в голове возникнет, и ты, как сказать, будешь что-то недопонимать, или же у тебя что-то не будет состыковываться, или же какой-либо смысл аята тебе будет, как сказать, скрыт от тебя, знай, проблема не в книге, проблема не в Коране. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, в ней нет сомнений. И поэтому какие-либо проблемы, которые возникают по пониманию этой священной книги, они только у нас, они только в нашей голове. Потому что наш разум, да, он ограничен, он несовершенен, он не абсолютен. Лишь только один Аллах Субханаху ва Тааля обладает абсолютными знаниями, абсолютной мудростью. И поэтому, если мы будем читать что-либо, мы не должны говорить: о, нет, это что-то вообще, что-то не то. Или же: о, этот аят, да он не подходит к нашему времени, как любят сейчас некоторые говорить об этом, да, особенно в каких-то семейных отношениях там. Или же там: о, этот аят, что-то там сомнительное, да нет, лучше там это, да. Нет, вот так говорить нельзя. Все, что в Коране написано, до каждой буквы, это есть истина, в которых нет сомнений. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: ля райба фихи, в нем нет никаких сомнений. И поэтому, уважаемые братья, вот избегать сомнения — это и есть в целом как бы стремление всей нашей религии. В Коране нет никаких сомнений. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: избегай сомнительного в пользу того, что у тебя нет никаких сомнений, в чем ты 100% уверен. И когда у одного из ученых спросили, что такое набожность? Набожный, да? Кто такой набожный человек? Это, говорит, тот, который совершает много намазов, много уразы там и так далее? Нет. Набожный человек, который оставляет сомнительное, который не впадает в сомнительное. Вот он, по сути, и есть тот самый набожный человек. Почему? Потому что когда человек совершает что-либо сомнительное, рано или поздно он может впасть в запретное. Он, как сказать, ходит на краю, да, скалы. Он ходит по очень тонкому льду, в любой момент может просто провалиться, и Аллах сакласын, как бы, да, просто погибнуть. Понимаете? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном из своих хадисов сказал: «Инналь халяля баййинун валь харама баййин». Поистине халяль,
То, что дозволил Аллах, это четко и ясно. Ва инналь харама баййинун, и поистине харам, то, что Аллах запретил, это тоже четко и ясно. В нем нет никаких сомнений. Аллах Субхану ва Тааля, если откроете Коран, да, говорит про хамр, про алкоголь, да, то, что это запрещено. Говорит про хамр, поистине Аллах вам запретил мясо мертвечины, мясо свинины и так далее, да, и то, что было заколото не с именем Аллаха, да, то есть все четко и ясно оговорено, да, золото, там, шелк для мужчин, допустим, там, да, иные какие-то вещи, смертельные грехи, да, убийство, зина, воровство и так далее, все четко и ясно. Но посланник Аллаха говорит: «Вабайнахума муштабихат». И между ними есть сомнительные вещи. И тот, кто будет остерегаться этих вот промежуточных сомнительных вещей, он очистит и обезопасит и свою религию, и свою честь, и свою честь. И тот, кто впадет в эти сомнительные, он впадет в харам. И он подобен тому пастуху, который охраняет свое стадо прямо-таки на границе заповедника, да? И как будто он вот-вот уже впадет в эту заповедную зону. И я сам, как сказать, хоть родился и в городе, да, но большую часть времени проводил летом особенно, да, в деревне. И не раз мне приходилось пасти и овец, и коров. И наверняка многим из нас, да, кто там не является там из голубых кровей, да, наверняка он в молодости занимался этим, да, в детстве там с бабушкой, с дедушкой там и так далее. Так вот, в деревнях везде есть, раньше были колхозные поля, есть общие поля, общие угодья, да, общие места. И вот когда ты ведешь стадо овец или особенно коров, да, вот если ты будешь приближаться к этим колхозным полям, из твоего стада там 100 овец, 200 овец, 300 овец, там 50 коров, там 100 коров может быть, да, одна какая-нибудь паршивая овца там, да, или какая-нибудь там корова, которая там всю ей не хватает, да, она все равно убежит в колхозное поле. А что произойдет после этого? Ладно, если кто не увидит, но может же увидеть председатель, может там глава сельсовета там и так далее, и так далее. Потом все прилетит и тебе, и твоей бабушке, и твоему дедушке там и так далее. То есть это среди нас, это среди людей. И тот самый председатель, он может и не увидеть, да, то, что там пару коров зашли, пару овец покушали и вышли. Но ведь Аллах Субхану ва Тааля, он всегда нас видит. Аллах Субхану ва Тааля, он всегда, что бы мы ни делали, что бы мы ни совершали, он всегда нас видит и знает то, что мы совершаем. И когда ты вот ходишь на грани, да, и из твоих слов, из твоих дел, хоть одно, как та самая паршивая овца, может оказаться в запретной зоне. Может оказаться в заповедной зоне, где являются места запретные Аллахом, где Аллах Субхану ва Тааля сказал не пересекать эту границу, не пересекать эту черту. И поэтому, уважаемые братья, вот это вот является показателем того, что каждый раз, когда ты сталкиваешься с чем-то новым и не узнаешь положение религии относительно этого вопроса, не задаешь вопросы знающему человеку, которому ты доверяешь, в чьей богобоязненности ты не сомневаешься, да? И когда ты не предпринимаешь никаких усилий, никаких попыток, чтобы для себя открыть это самое, получается, этот самый вопрос, чтобы как прояснить для себя, да, и совершаешь это, да, сегодня, может быть, ты угадал. Да? Сегодня ты вслепую попал и совершил это дело, которое на самом деле было дозволенным. Но не сегодня, так завтра, не завтра, так через неделю, через год, через 5 лет. Но ты все равно рано или поздно прогоришь. Все равно ты сделаешь то, что, может быть, вызовет гнев Всевышнего Аллаха, и уже от этого ты можешь потерять баракат и своих дел, и своей жизни, в своей семье и так далее. И поэтому, уважаемые братья, вот даже вот простой вот пример, да, по поводу еды. Не узнавать, халяль она или нет, да, то есть не иметь каких-либо базовых знаний относительно этого. Вот даже вот простая еда, которую мы кушаем сами, кормим своих детей, свою жену там и так далее, это же может быть причиной того, что даже дуа не будет приниматься. Ты-то ладно, допустим, там, да, там, может быть, там 40 лет где-нибудь там куролесил, ходил, да, потом покаялся, принял ислам, стал намаз читать, и у тебя, как говорится, все грехи будут прощены по милости Аллаха, иншаллах. Но ведь твои дети, которые с малых лет, да, которые знают то, что Аллах Субхану ва Тааля есть, то, что Он один, Он дарующий пропитание, они с малых лет, если будут поедать харам, то их дуа не будет приниматься. Вспомните того человека, который поднимал свои руки высоко к небу и говорил: «О Господи, о Господи!»
Помоги, о Аллах, спаси меня, да? И посланник Аллаха что говорит? Его еда харам, то, что он кушает, говорит, она является запретной. Его одежда, говорит, харам, может сам материал харамным или добыт способом недозволенным в исламе, да? Или же, что он говорит? Вагудия биль харам. И он, говорит, вырос, поедая запретную еду. То есть тот жирок, те мускулы, кожа там и так далее, все органы, да, они увеличились, стали сильнее именно из-за того, что он когда-то ел харамный протеин, харамный углевод, харамный белок и так далее. Просто вдумайтесь об этом, да? Задумайтесь над этим. И поэтому, уважаемые братья, даже в вопросах еды, да, это может обернуться против нас. Когда мы, не задаваясь вопросами, не задумываясь, ярый мабу, ярам ему, халяль мабу, харам мабу, да, мы что можем сделать? Мы можем даже просто лишиться той милости, что Аллах Субхану ва Тааля будет отвечать на нашу мольбу. И поэтому, уважаемые братья, пусть Аллах Субхану ва Тааля защитит нас от всего сомнительного. Пусть Аллах Субхану ва Тааля окружит нас людьми, которые будут развеивать все эти сомнения вокруг нас. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает наши устремления к тому, чтобы мы всегда стремились и в наших религиозных делах, и в наших мирских делах только лишь к тому, с чем Аллах Субхану ва Тааля довольствуется, и то, что Он разрешил. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.